Скороговорщик скороговаривал скороговорные Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки, и нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки скороговорить сможет, но в ходе скороговорения скороговорщик заскороговорился и проскороговорил нам под скороговорщик последнюю скороговорку. Все скороговорки скороговаривай, да не выскороговоришь. Фак. Привет, меня зовут Катя или Рина Руа, и в сегодняшнем видео я вам расскажу про те книги, которые я прочитала в январе. В январе я прочитала 4 книги, если уж быть совсем точной, то 4,5. Вот эта вот, которая половинчатая, я ее дочитываю в феврале, и, соответственно, она пойдет в прочитанное за февраль. 4 книги в месяц для меня такое среднее, нормальное значение, я прочитала не очень много и не очень мало, собственно, я, в принципе, довольна. И первой книгой, которую я прочитала в январе, стала книга Элизабет Гаскелл «Север и Юг». Я уже вам показывала эту книгу в видео про мои подарки на Новый год, мне ее подарила моя тетя, и также я делала про нее отдельное видео, и также про ее экранизацию. Собственно, долго останавливаться на этой книге не буду, скажу только, что она мне безумно понравилась. Я совершенно не жалею, что прочитала ее. Это была моя первая книга у Элизабет Гаскелл, и определенно не последняя. Я буду продолжать знакомство с этой писательницей. Мне очень понравились герои этой книги, как главные, так и второстепенные. И также мне безумно понравилась история любви. В общем, если вы еще не знакомы с творчеством Элизабет Гаскелл, но хотите это сделать, то я вам определенно советую и думаю, что лучше всего начать с «Севера и Юга». Хотя я других книг у нее не читала, поэтому 100% утверждать не могу. Второй книгой, которую я прочитала в январе, стал «Книжный вор» Маркуса Зусака. И я уже очень давно хочу прочитать эту книгу, наверное, с 2013 года, когда вышел фильм, и я его посмотрела и просто влюбилась в эту историю. И когда я узнала, что есть еще и книга, я поняла, что должна ее себе купить и прочитать. И вот, наконец-то, я созрела это сделать. Эту книгу я читала в рамках игры на Лайфлибе «Борцы с долгостроем». И, наверное, если бы не вот эта игра, я, возможно, эту книгу бы и не прочитала в январе. Мне почему-то всегда казалось, что эту книгу лучше читать зимой. Не знаю почему. Действие этой книги разворачивается в Германии во время Второй мировой войны. И это история про маленькую девочку Лизель, которая едет на поезде вместе с мамой и своим братом в новую приемную семью. Ее папа был коммунистом, и, естественно, он пострадал за свои взгляды, и также страдает его семья, но по дороге в приемную семью брат Лизель умирает, и поэтому девочка оказывается в приемной семье одна. Мать Лизель оставляет ее, и больше мы ее в этой книге не увидим. И вот как раз все события этой книги разворачиваются в городе Молькинге на Химмельштрассе, где живет приемная семья Лизель, соответственно, теперь будет жить она. Здесь рассказывается, какие у нее появляются новые друзья, какими оказываются ее новые приемные родители. Также здесь показана тяжелая жизнь, как они голодали, как Лизель становится книжной воришкой, и не только книжной, как угнетали евреев, как их ненавидели. И вообще здесь показана Вторая мировая война глазами ребенка, ее отношение и восприятие Гитлера, вообще всего происходящего, осознание и понимание всех этих слов, типа коммунист, еврей, смерть и так далее. В общем, это безумно интересная, безумно трогательная и безумно печальная книга. Так как я смотрела фильм, я знала, как кончится эта история, но тем не менее я все равно в конце плакала, и я думала даже пересмотреть фильм и потом вам рассказать про фильм и про книгу. Но, если честно, я не смогла пересмотреть фильм, я не хотела больше испытывать таких эмоций, которые я испытывала, прочитывая эту книгу, и несмотря на то, что она мне действительно очень понравилась, ее легкой не назовешь, и перечитывать ее часто явно не будешь. Она и написана довольно-таки странно, обрывочно, и вообще нам всю эту историю Лизель рассказывает смерть, как он или она видит все это происходящее, вообще видит мир. Смерть, конечно же, по большей части относится ко всему нейтрально, он видит мир скорее в красках, но в то же время его какие-то происходящие ужасы и события в мире не могут оставить равнодушным. В общем, если вы еще не читали эту книгу, то я вам определенно советую ее прочитать, когда у вас будет соответствующее настроение. После «Книжного вора» мне хотелось что-нибудь до безобразия легкого, поэтому я выбрала «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Как вы знаете, я не являюсь большой поклонницей детективов, это, наверное, просто не мой жанр. Мне почему-то в таких книгах многие факты, которые открываются в конце, и мы узнаем, кто же убийца, кажутся притянутыми за уши. Я не знаю почему, но в общем, детективы я не очень люблю, но вот Агату Кристи, ее книги я полюбила. Не зря все-таки она считается королевой детективов. Эта книга нам рассказывает про путешествие Эркюля Пуаро на Восточном экспрессе, и на этом Восточном экспрессе он и другие пассажиры попадают в снежный занос, поезд идти дальше не может, и они вынуждены стоять и ждать. И вот в это время в поезде происходит убийство. Эркюль Пуаро, конечно же, берется за расследование этого дела и выясняет, что в купе, где было совершено убийство, полно улик, которые указывают практически на всех пассажиров этого поезда. Ну а кто же на самом деле является убийцей, вы узнаете, если прочитаете эту книгу. Скажу сразу, что мне действительно понравилась эта книга, мне было интересно ее читать, и я не ожидала такой концовки, но она мне действительно понравилась, и я думала, лучше эту книгу закончить было нельзя.
Поэтому, если вы любите детективы, любите такое легкое, не напрягающее чтение, и если вы еще не читали «Убийство в Восточном экспрессе», то я вам определенно советую это сделать. Ну и также мне очень нравится обложка этой книги. Хоть это и мягкий переплет, но вот тут потрясающий красивый Эркюль Пуаро на черном фоне, просто бесподобен. И да, кстати, вот эту вот книгу я читала в рамках игры на LifeLib «Открытая книга». Ну и последняя книга, которую я прочитала в январе, это книга Джен Робертс «Я тьма». Как вы можете видеть, у меня нет бумажного варианта этой книги, потому что я ее читала в электронке, и эту книгу я читала также в рамках игры на LifeLib. Прямо в январе я разыгралась не на шутку, и это была игра «Дайте 2 лайт-версии». Я уже не первый раз играю в эту игру, и мне всегда катастрофически не везет в ней, потому что суть этой игры в том, что ты подаешь заявку и пишешь ограничения, какие книги ты не возьмешь, и тебе дают 3 книги на выбор из подборки предыдущего участника. И мне всегда попадаются какие-то безумно дурацкие книги. Я не знаю, почему так происходит, большинство из них попадает под мои ограничения, но ты не можешь отказаться от одной, ты можешь отказаться только от всех 3. В общем, я не знаю, как у них там все это происходит, но почему-то всегда книги, которые мне достаются, мне не нравятся. И вот «Я тьма» не стала исключением. Эта книга нам рассказывает про апокалипсис. Естественно, про что еще она может рассказывать. И повествование ведется, по-моему, от лица 4 героев, то есть каждая глава — это рассказ какого-либо героя. И все эти герои — школьники, подростки, и они рассказывают, что с ними происходило, когда начался этот апокалипсис, и что происходит уже после. Да, и там, по-моему, еще 5-й герой — это нечто или тьма, ну, в общем, вот эта вот странная хрень, которая вылезла наружу, и из-за нее начался апокалипсис. То есть суть этого апокалипсиса заключается в том, что случились какие-то страшные землетрясения, всякие цунами и прочие катаклизмы, и некоторые люди просто сошли с ума, они начали убивать всех подряд, то есть детей, женщин, стариков, кого угодно, вот они просто идут и убивают всех, кого видят. И вот это апокалипсис. Я до конца книги не поняла, что это такая за фигня и что произошло. Типа, мы люди такие вот все плохие, и это наша темная сторона. Что? Если честно, я вообще вот этого не поняла. Лучше бы случился зомби-апокалипсис, тогда бы мне хоть немножко понравилось, потому что я люблю зомби. И вообще, всю эту книгу наши главные герои пытаются куда-то добраться, каждый в свое конкретное место, но, естественно, в конце они все встречаются. Это очень похоже на «Красный холм» Джейми Магуайр. Мне тоже эта книга не понравилась, но «Я тьма» мне не понравилась больше. Больше всего мне, наверное, не понравилось то, что главные герои были абсолютно безлики, то есть там было 2 мальчика и 2 девочки. И когда я начинала читать какую-либо главу, я никак не могла вспомнить, кто это, что с ним происходило. Они были для меня все абсолютно одинаковые. То есть эти 2 мальчика, их еще зовут Мейсон и Майкл, то есть, блин, они для меня совершенно одинаковые. Только потом по каким-то словам, отрывкам и воспоминаниям я наконец-то соотносила, кто есть кто. А уж когда они встретились, я вообще потерялась, потому что я не могла их различить абсолютно. Хотя, в принципе, идея неплохая. И вообще вот этот весь апокалипсис, приключения, и что люди пытаются куда-то добраться, это вообще что-то в стиле «Ходячих». И это было бы интересно читать, если бы это правильно преподнесли. Язык, конечно же, оставляет желать лучшего, но мне бы, наверное, даже понравилось, если бы было написано таким языком, но главные герои были бы какими-то более живыми, а не такими бумажными. В общем, как вы, наверное, поняли, я вам не советую читать эту книгу, но если вы любите читать про апокалипсис и вообще вам эта тема близка, то почему бы с ней не ознакомиться? Она не такая уж и большая. И, в принципе, скоротать пару вечеров с ней можно. Ну, а на этом, наверное, все. Вот такие вот книги я прочитала в январе. Расскажите, читали ли вы какие-либо из этих книг и понравились они вам или нет. И также я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Также расскажите, какие книги вы прочитали в январе и понравились они вам или нет. Также не забывайте про кучу интересных ссылок в описании, что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую, и что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!